Я хочу вас познакомить с одним из интереснейших видов искусства. Это живопись огнем по шелку, как называют его художники-прикладники из Минска, или выжигание по шелку, как называют все остальные. Это искусство родилось довольно-таки давно в Древнем Китае, когда спицами прожигали шелк раскаленными, и появлялось какое-то изображение. А позже эта техника возродилась в Германии как один из способов декорирования различных манжетов, скатертей. И она приобрела название геляширование. А в своем творчестве современные художники, в том числе я, преобразили эту технику и стали использовать ее как многослойную технику для создания живописных картин. Наибольшую известность Светлане Каратаевой принесли работы в необычной технике – живописи огнем по шелку. Она единственная в Казахстане художница, которая создает свои картины не красками, а из лоскутков шелка при помощи плавления огнем. Немного таких мастеров и во всем мире, не больше 10. Светлана Владимировна единственный в Казахстане художник, который работает в этой сложнейшей технике. И это прекрасно, то, что этот художник живет именно в нашем городе. Художница с готовностью раскрывает свои технологические секреты. Их непосвященному человеку и слушать-то странно. Выложить слои ткани от 3 до 20, оплавить, тогда образуется много-много дырочек, через которые просвечиваются предыдущие слои. Технику сама мастер сравнивает с пуантилизмом, манерой письма, разделения мазками, точечной или прямоугольной формы. Только вместо кисти в руках у Светланы паяльник. На каждую картину уходит несколько недель, а то и месяц работы в респираторе со слезящимися от едкого дыма глазами. Сейчас мы в школе не работаем с выжиганием, потому что требует специальное оборудование, безопасность детей выше всего. Но у нас иногда ребятишки берут на дипломную работу выжигание, то есть это отдельная индивидуальная работа. Сейчас у нас в Казахстане никто и не занимался выжиганием. В общем, получается, что я одна была. И у меня есть диплом лауреата первой казахстанской недели искусств. Но там было очень интересно, потому что профессиональные художники говорили, это что, масляная живопись. То есть никто не понял, что это из ткани. Даже журналисты, когда писали о картинах, они говорили, были странные картины с непонятным происхождением. Но написано было, что это живопись огнем по шелку. Разнообразные цветы, пейзажи, причудливый парк, по которому едет на велосипеде кто-то похожий на клоуна. Из лоскутков шелка при помощи плавления огнем создаются невесомые дышащие полотна с удивительной текстурой и цветовой гаммой. Использование теперь уже винтажных тканей является одним из секретов оригинального цветового решения картин. Причем ни одну из них нельзя повторить. Уникальна каждая. Когда человек вяжет или шьет, или создает какие-то изделия для людей, пусть гончарные там, или, например, плотницкие те же, тот же стул, да, он же вкладывает свою душу. Сейчас у нас это как бы заброшено, все механизировано, все отдано в промышленность, и получается, что нет вот этого человеческого тепла, которое, например, имели мы в детстве, когда были маленькие, потому что бабушка, любая бабушка была обязана внукам связать варежки, носочки и шапочки, и шарфики. И это было в порядке вещей. И ведь сейчас люди вместо того, чтобы заниматься ремеслами, рукоделием, они же сидят, понятно где, в интернете. Все сидят в телефонах и компьютерах. И дети, вот еще важно, чем ремесло? Тем, что мы ребенка отвлекаем от экрана, от игр, от каких-то там переписок в соцсетях и так далее. У нас ребенок занят в художественной школе. Для того, чтобы создать изображение на лоскутке ткани, нам понадобится выжигательный прибор любой. Затем нам понадобятся синтетические ткани, флизелин на обратную сторону, любые куски органзы, шелка и других тканей, желательно ацетатные ткани, парчевые, и затем ножницы обязательно и утюг. Первое, что мы делаем, мы создаем фон. Фон создается с помощью прикладывания флизелина к ткани и приклеивания с помощью утюга. Таким образом создается первый слой, на который затем накладывается последующие изображения. Сейчас я беру выжигательный прибор и делаю
как бы приклеиваю выжигателем кусочки органзы к первому слою. Иногда я сразу склеиваю несколько слоев. И чем больше чередуется слоев, тем объемнее изображение, тем живописнее получается технологически, более близко к живописи получается изображение. Можно вставлять кусочки каких-то цветных тканей. Под изображение можно вставлять и парчу, и тогда изображение в свете, особенно в таком вечернем, начинает переливаться маленькими искорками. Вот сейчас вы видите, как из голубого, зеленого и бежевого получается вот такая сложная живописная фактура. Если вы хотите сделать изображение объемного цветка, вы можете подобрать цветок из старых тканей, особенно подходят ткани 70-х, 80-х годов из бабушкиных сундуков, ацетатные, они дают очень красивые оттенки. Проклеить все слои, собрать их в единый тон и добавить сверху рефлексы, блики и приложить тени. Вот вы видите, что сейчас фактура смешивается, я как бы заглаживаю горячим паяльником, вот этим вот выжигателем, фактуру, и она смешивается. И, как говорят профессиональные художники, получается напоминающая масляную живопись или живопись масляной пастелью. Поверхность такая фактурная, шершавая, очень интересная. Недостатки этой техники в том, что она очень ядовитая, идет вот синтетический такой запах дыма, поэтому нужно работать обязательно, используя вытяжку и обязательно используя какие-либо маски. Ну, обычно для хорошего качества маски для малярных работ, то есть чтобы запах этот не чувствовался. Ну и, конечно, нужно делать перерыв и проветривать помещение. Поэтому эта техника не особенно распространена, потому что она, конечно, является довольно-таки экологически нехорошей. Вот видите, сейчас из вот такого бело-оранжевого кусочка появляется вот такая интересная фактура. Иногда я наслаиваю до 20 слоев ткани, различной по фактуре. Она может быть легкоплавкой, тугоплавкой. Благодаря этому появляются сочетания очень интересные изображения. И таким образом появляется сама фактура живописи. Живописи огнем по шелку. Действительно, ведь шелк прорезается вот этим горячим инструментом, и таким образом формируется вот эта вот очень интересная поверхность. Вот видите, здесь еще один цветочек расположен, и его тоже вот так вот постепенно прижигаешь к изображению. Существует еще аппликация, когда просто в нескольких местах приделывают вот эти вот какие-то уже готовые мотивы тканевые. Ну, я считаю, для себя это неприемлемо. Я работаю от эскиза до самого изображения, наслаивая его. Поэтому можно это в какой-то мере даже считать такой авторской техникой, когда несколько слоев ткани, ну, как я говорила, от 12 до 20, они еще могут в объеме вырасти, в рельефе, прижигаются, и получается вот это изображение. Обязательно хочется сказать, что для того, чтобы выжигать, мы используем под выжигатель какую-то фанерную поверхность.